прямом эфире «Чеченской вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится понедельник, 10 февраля? Актуальные темы. ببيش بالباخ قلصم غلرية ستاح ديوانا ويقع يقر صون هذا قردون سك ديوانا تعني كيبر تع министерство дивана слабится да еще шец. В правительстве под руководством Магомеда Даудова Кабинет министров обсудил оперативные вопросы социально-экономической жизни республики. Олимпиада спецназа. Все команды очень сильно выросли, очень хорошо физически готовы, как в плане огневой подготовки хорошо готовы. Чеченская делегация посетила в качестве гостей-наблюдателей международные состязания среди спецподразделений SWAT Challenge. Создавая красоту. Мечтала стать флористом, но никогда не думала, что стану садоводом, огородником, цветоводом. Поделимся секретами успешного садоводства с Заремой Сокаловой. В правительстве состоялось заседание во главе с премьер-министром Магомедом Даудовым. Докладчиками в лице руководителей министерств и ведомств было представлено на рассмотрение 26 вопросов. Инициативы и предложения затрагивали различные социально-экономические сферы, такие как строительство, жилищно-коммунальное и сельское хозяйство, медицина, образование, молодежная политика, торговля и другие. В ряд постановлений внесены изменения. В завершении заседания Магомед Даудов отметил, что нужно наращивать темпы работы. وين جو واجد ما دوس روك شو ما غير ديون وي ديو يوقياتس شو البريور بوت وي داس حاج دال وي دابير بو وي شو دعدول دال وجه سحبوت تاقبوت يرك خاني الله وزسداني وي دو حليرير الحمد لله دال خاستن بو دعدا انشرويت يعني 25 ديكابر ها تسيلم وي بريفيترستو نو بين بول بلغ ديون وي ميك داس ديون لقر ما خادين وي بلغ ببيش بالباخ قلصم غلرية ستاح ديوانا ويقع يقر صون هذا قردون سك ديوانا تعني كيبر تع министерство дивана слабится да еще шец. Заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Руслан Алханов посетил расположение батальона «Восток Ахмат» в зоне СВО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров. Командир подразделения Ваха Хамбулатов доложил, что наши воины, обеспеченные всем необходимым для несения службы, и с честью выполняют свой долг перед Родиной. Руслан Алханов вручил государственные награды отличившимся за храбрость и преданность своему долгу. Их самоотверженная служба является неоценимым вкладом в безопасность России, подчеркнул глава региона. Конечно, примуш бужу так и биохум шел дешу по направлению. Сюда лето был, дал кадолил жу, дал ой пач Рамзан Ахматович, ой маха дебюси дочь, шу сагатешу, ахюкшу, удачи, аресу дайволен чан дюна, дедош бюсио шу юштол мостом лахто шуи. Да, ну я говорил, ой президент регионального общественного фонда Аймами. Бачок комая цено, шарик юм дагер донвой, ودي زويلا. لا لا مو زويلا. كثيرا من اخواننا العاقلين في دار السدود عند الوزير. Группа операторов дронов под руководством командира с позывным «Пресс» из легендарного спецназа «Ахмат» уничтожила американский бронированный трал для разминирования и бронемашины в зоне СВО. Об этом сообщил также Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Очередное наступление укронатовских сил столкнулось с яростным сопротивлением доблестных защитников России. Каждый шаг противника оборачивается огромными потерями и неудачами, что наглядно демонстрирует героизм и стойкость наших воинов. Делегация Российского университета спецназа посетила международные соревнования среди спецподразделений в Дубае SWAT Challenge.
Цель визита заключалась в ознакомлении с организацией соревнований, перенятии передового опыта и оценке уровня выступающих команд. Репортаж Турпала Тайсумова. Открытые международные соревнования UI SWAT Challenge считаются по-настоящему культовыми. В Объединенных Арабских Эмиратах собираются лучшие из лучших военных коллективов. Самые быстрые, ловкие, меткие, сильные. Делегация Российского университета спецназа имени Владимира Путина посетила турнир в качестве гостей-наблюдателей. В ее составе советники главы Чеченской Республики и инструктора РУСа. Все нас очень сильно здесь любят и просят, чтобы приехать. И также проявили сильное желание в лице команды из Объединенных Арабских Эмиратов, дубайская полиция, в том числе и шарджинская полиция, что они хотят приехать в Чечню, потренироваться, получить сильнейший опыт, который у нас есть. Со стороны коллектива из нашего субъекта звучат слова восхищения об участниках из разных стран. Они выросли в мастерстве, технике и правильности исполнения. И это предмет гордости за коллег, которые предлагают свой стиль выполнения заданий. Все команды очень сильно выросли. Очень хорошо физически готовы, как в плане огневой подготовки хорошо готовы. Поэтому мы в этом году наблюдаем, и мы себе отметили кое-какие моменты, которые нам тоже нужно будет проработать, чтобы выступить максимально на высоком уровне. И, как говорится, есть к чему стремиться. Масштаб турнира действительно огромен, и он расширяется с каждым годом, привлекая даже те страны, которые прежде не принимали участие ввиду малой квалификации. Уровень соревнований с каждым годом становится все выше и выше. Он приближается условно к уровню Олимпийских игр среди военнослужащих. Все упражнения имеют маленькие изменения, но эти изменения не так критичны в плане подготовки команд. Даже не принимая непосредственного участия в соревнованиях, команда из Чеченской Республики набирается опыта. Поскольку правила и начисление очков часто корректируются организаторами, то одно лишь присутствие для них полезно очень сильно. На соревнованиях подобного рода, подобного уровня важно учитывать все детали, понимать все нюансы и делать для себя какие-то выводы. При этом даже организаторы, судьи и сами участники, по словам нашей делегации, удивлены, почему же они не соревнуются. Подходят, спрашивают, почему не приехала команда из Чеченской Республики, почему мы не можем смотреть на эту команду, потому все, как сказать, говорят, что без команды из Чеченской Республики эти соревнования нам кажется неполноценными. Мы как бы привыкли вас видеть в лидерах. Победу в итоге одержала команда китайской полиции. Второе место занял спецназ МВД Казахстана «Сункар». А бронза ушла еще одному коллективу из Китайской Народной Республики. Команда нашего региона победила в этом турнире в 2023 году. И новые успехи ждут своего часа. Турпал Тайсумов и Магомед Ахматов. Вести. Чеченская Республика. На финальной стадии возведения находится уникальная мечеть с 5 минаретами на проспекте Мухаммада Али. В этом районе столицы расположены и жилые кварталы, и несколько корпусов высших учебных заведений, что и обусловило решение о строительстве святыни. В честь кого планируется назвать устремляющиеся ввысь минареты, расскажет Мадина Нусалчиева. В марте 2021 года по проспекту Мухаммеда Али началось строительство новой мечети. Площадь всей застройки составляет 3780 квадратных метров. В ближайшее время دقوا بكرة دوام رجال شريم ومخكن وخلقن بزلنا خز ماجك دو بعشر شكادو خدي غير دوش دوام شو المجر نروجني نوترني أديلك شو دعيوش لقوس رئيسيش بيلش تعيوش بو تاق يوش سامدات تاق هول خنبا خاستنبا هيغل ولقوان. Архитектурное решение мечети выполнено в характерном восточном стиле. По проекту вокруг здания расположены 5 портиков с колоннадой, увенчанной балюстрадой. Главный вход находится в северной части. 5 шестигранных минаретов святыни будут носить имена достойных сыновей нашего народа: Хасана, Юсупа, Рамзана, Алхазура, Абу-Бакара.
Мечеть будет вмещать в себя более 5000 человек. Она будет иметь 2 этажа и план округлой формы. Отделка святыни, лестницы и вестибюли будет выполнена из природного камня. Высота минаретов 61 метр. Главный молельный зал проектируется в центре сооружения, а над залом возвышается главный купол мечети диаметром 31 метр. Его высота достигает 28 метров. Для дополнительного освещения вокруг купола будут расположены люкарны. Мадина Нуцалчиева, Ислам Ибрагимов, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. На филологическом факультете Чеченского госуниверситета имени Ахмата Хаджи Кадырова состоялся День открытых дверей. Гостями стали более 300 школьников. В приветственном слове декан Аюб Абубакаров подчеркнул важность образования для карьеры и личностного роста, призвал молодежь к осознанному выбору профессии. Ребятам рассказали о преимуществах обучения на факультете, акцентируя внимание на его значимости для сохранения культурного наследия. Мероприятие сопровождалось концертной программой с театральными постановками и национальными танцами. Участники отметили, что День открытых дверей помог им лучше понять специфику филологического образования и вдохновил на выбор профессии в этой области. شيخانية خرج شينا شكول عدو يسع جمال عدو يسع شيتا ولا يوش سخر خروقان سو أمهكم ولا يلا بوصلة ما ناس يورا يوش ديش لأنرج أتوزنا بايد أخليزا شديشت قيمة شو بيشبه ما خلنا خلنا بايد أخليزا. Очистка побережья Черного моря, спасение пострадавших птиц и животных, а также работа в пунктах обогрева и питания. Первая группа чеченских студентов вернулась домой после работы на береговой линии Анапы, где помогали устранять последствия разлива мазута в Керченском проливе. Наши волонтеры оказывали помощь местным, которые продолжают борьбу с последствиями чрезвычайной ситуации. Репортаж Валентины Гусевской. Последствия экологической катастрофы в Керченском проливе помогали устранять студенты из Чеченской Республики. После разлома танкеров 15 декабря в акваторию Черного моря попали тысячи тонн мазута и остались на побережье Краснодарского края, в том числе в Анапе. Именно оттуда уже приехали наши волонтеры. На самом деле, я думал, что вот это все будет мутная такая работа, но придя туда, оказавшись на месте, это... Честно сказать, я был поражен красотой нынешних территорий, и, честно, мне было жаль, что вот произошла такая чрезвычайная ситуация. Это является огромным ударом для всей экосистемы. Каждый день с 9 до 6 вечера помогали очищать пляж. Раньше я именно такой работой не занимался. Но сперва было непривычно из-за костюмов, песка, сложно было ходить. Но потом уже со временем привыкли, было не так сложно. Организацией поездки занимался волонтерский центр при Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика Миллионщикова. Добровольцы поехали в Анапу на автобусе, который предоставил университет. Экипировку выдали на месте. В их задачу входил сбор лопатами мазута и просеивание песка. Мы помогали местным силам, местным волонтерам, МЧСникам, которые уже непосредственно там работали. Наша делегация показала себя очень хорошо, так как наш труд был заметен даже руководителям, которые непосредственно работали на площадках. Экспедиция длилась неделю, с 27 января по 2 февраля. Желающих было много, однако из ограничений по возрасту на помощь отправились 16 человек из региона. Все они студенты разных направлений подготовки с 1 по 4 курсы и магистранты. Со всей страны студенты, волонтеры принимают участие в очистке акватории Черного моря от последствий разлива нефтепродуктов. И наш волонтерский центр нефтяного университета проявил такую инициативу. Ребята захотели отправиться туда и внести свой вклад в очистку моря и прибрежной территории. И ректор нефтяного университета Инсаев Магомед Шавалович эту инициативу поддержал. И при его содействии ребята туда поехали, неделю отработали с хорошими результатами. И от организаторов мы получили очень хорошие отзывы о нашем волонтерском отряде.
В ближайшее время планируется следующая поездка для ликвидации мазута с побережья. Студенты Чеченской Республики не остались в стороне от общей беды. Однако помимо экологической акции, молодые амбициозные принимают участие и в других программах помощи. Все студенты из экспедиции не первый раз оказывали поддержку через волонтерский центр. Ребята регулярно отправляют гуманитарную помощь в зону специальной военной операции, участвуют в региональных акциях. Валентина Гусевская, Сайдали Ампукаев, Сайцели Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Филиал МГУ в Грозном принял участие в первом всероссийском научном диктанте «Наука во имя Победы». Это событие приурочили ко Дню российской науки и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В онлайн-формате ответили на 25 вопросов, посвященных достижениям советских ученых, которые помогли добиться победы. Вопросы зачитывали ведущие российские ученые и деятели науки. Мы понимаем, что историю нужно знать. И 80 лет Победы, то есть это такой период большой в жизни, в течение которого выросло несколько поколений. И главное, в течение всего этого времени, чтобы была преемственность, чтобы знали свою историю, чтобы мы знали, какой ценой мы получили победу в Великой Отечественной войне. И учитывая, что 8 февраля – это День российской науки, мы должны понимать, что победу можно одержать не только оружием, победу можно одержать и на полях науки. Ее теплицы – настоящий цветочный рай, где радуют глаза яркие разнообразные оттенки расцветок. Зарема Цакалова – талантливый цветовод. У нее можно найти не только привычные сорта роз и пионов, но и редкие экзотические виды, о которых многие только мечтают. О ее секретах выращивания цветов поделится Валентина Гусевская. Каждый день после утренней молитвы Зарема Цакалова приходит в свои теплицы. Здесь ее заботы требуют 40 тысяч растений. Благодаря отоплению даже зимой внутри не меньше 10 градусов. Думаю, сейчас закончу, сейчас этими пересадками, потом это на черенку, там другое посажу. И так до обеда без чая, без еды могу вот заниматься своей тепличкой. Дети, кто на работе, кто на учебе, и некому сказать: заходи, мам, чай пей. Заниматься садоводством Зарема Цакалова начала 30 лет назад. Тогда мало кто поддерживал ее желание. Но Зарема не отступила от своей мечты, ведь она всегда любила растения. На придомовом участке построила свою теплицу. Методом проб и ошибок собрала свой первый урожай. Теперь к ней за советом обращаются все родственники и друзья. Все говорили, что за балаган она там строит, что она там делает. Мне вот нравилось, я не могла без растений жить. Моя бабушка тоже занималась растениями, выращивала овощи, фрукты, занималась садоводством. И вот с бабушки у меня вот все началось. Мечтала стать флористом, но никогда не думала, что стану садоводом, огородником, цветоводом. Каждый год Зарема посещает цветочные выставки и следит за новинками и трендами. В этом сезоне в 2 теплицах растут сотики, цинии, лантаны и еще несколько десятков видов цветов. Большинство из них разведены методом черенкования, то есть посадки отрезанного стебля или листьев от большого растения. Главное правило садовода – выращивать только на органических удобрениях. Самая большая гордость Заремы в том, что в теплицах нет ни одного болеющего растения. Десятки разнообразных цветов и каждый в идеальном состоянии. Своими достижениями Зарема делится в соцсетях. На днях подписчики подарили женщине кашпо и попросили пересадить в него фуксию. Однако самыми главными последователями и помощниками являются ее дети. Моя мама очень любит эту работу и хотелось бы продолжить ее путь. Я очень-очень горжусь. В теплицах есть и овощи. Сейчас они только начинают свой рост, а уже через 2 недели на столе будет домашняя микрозелень. В июле в планах пригласить гостей из других регионов для обмена опытом. Будет демонстрационная площадка. Будут приезжать люди смотреть. После цветов мы сюда сажаем томаты, овощные культуры и все раздаем людям. Заремины цветы покупают для украшения своих придомовых участков, беседок или на разведение. Собранные овощи, самые натуральные и полезные, идут на консервацию. Валентина Гусевская, Алисхан Кацулов, Сайцели Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.